Итак, в прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении национальной вещательной компании «Саха» и радио «Титим» «Саха-радиота». Режиссеры прямого эфира Николай Слепцов и Мария Сунхаллырова. А у микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Я приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче вот уже который год в городе Якутске ремонтируются, строятся дороги, приводятся в порядок проезжие части улиц. На некоторых из них десятилетиями не укладывали асфальт. И такие тоже есть факты. И не велись другие дорожные работы. Проспект Ленина, как вы знаете, тоже преобразился. И вот с автодорог столицы и нашей республики мы начнем нашу сегодняшнюю телерадиопрограмму. У нас сегодня в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Владимир Михайлович Сивцев. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый день. А после этой темы затронем и другие вопросы, связанные с транспортной отраслью республики и города Якутска. Уважаемые телезрители и радиослушатели, ваши вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 32 2066 и 32 11 66. Иногородние тоже могут до нас дозвониться, набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов, о котором я уже сказал только что. Что ж, мы начинаем нашу телерадиопередачу. Владимир Михайлович, давайте вначале охарактеризуем, как вы оцениваете ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированные президентом России Владимиром Путиным у нас в республике, и, конечно, в городе Якутске, ее столице. Пожалуйста, вам слово. Да, большое спасибо. Действительно, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется уже пятый год, будет в этом году пятый год, и такого беспрецедентного, наверное, объема средств, направляемых как и на республиканские дороги, так и на улично-дорожную сеть городской агломерации город Якутск, наверное, мы проанализировали последние 15 лет, то таких объемов действительно не было. И здесь надо отметить, что мы идем планомерно, системно. Эта программа будет продолжаться. У нас есть пятилетний план, который постоянно находится в поле зрения, в том числе и Федерального дорожного агентства, Минтранса России. И надо сказать, что объем средств, которые направляются на дороги, сегодня действительно рекордные. И нужно отметить, что очень серьезная, существенная поддержка оказывается с федерального бюджета в том числе. И если говорить о городе Якутске, то нужно сказать, что в городе Якутске достаточно если с прошлого года брать, то было несколько знаковых объектов. Это и завершение реконструкции главного проспекта Ленина, это ремонт улицы Пояркова. Надо отметить, что большое внимание было уделено и уделяется подъездным дорогам к социальным объектам, станция переливания крови, туберкулезный диспансер. И, соответственно, большое внимание... в пригородах тоже, да? Да, большое внимание тоже уделяется пригородам. Нужно отметить, что, например, в старой и новой Табаге практически все заасфальтировано, Марха практически вся заасфальтирована. И эти работы также и по другим направлениям продолжаются. Для земельных участков, для многодетных, планомерно в Хатасах, в микрорайоне Тускул, в Сатале и в других пригородах большое внимание уделяется. Программа составляется, надо отметить, в любом случае по согласованию с окружной администрацией. Объем республиканских средств тоже рекордный, это более 2,5 миллиардов рублей ежегодно. И нужно отметить, что по
по отдельным улицам города Якутска, ну, это заметно тоже, мы постепенно подходим к центру города, к основным магистралям и, безусловно, уделяем отдельное внимание новым микрорайонам. Например, микрорайон Звездный в районе ДСК воинской части, соответственно, будет также реализован. 203-й микрорайон, выезд улицы Ефимова, допустим, в этом году начало запланировано. Ну и такие основные центральные улицы, такие как Дзержинского, 50 лет советской армии, которая действительно находится в плачевном, можно сказать, состоянии. Там подготовлен проект, проектно-сметная документация, соответственно, с этого года начнется ремонт, но он не завершится там одним сезоном, он, скорее всего, будет реализовываться в 2 сезона, в 2 года. Это ремонт, соответственно, Богдана Чижика, Хабарова, значит, других центральных улиц. И здесь важно тоже, наверное, обратить внимание, и мы такую задачу перед заказчиком в лице окружной администрации города, такую задачу перед ними ставим, чтобы ремонт как можно меньше, хотя в любом случае приносит неудобства горожанам, не только автолюбителям, да, но и пешеходам. Вот. Но мы ставим задачу, чтобы как можно меньше неудобств доставляло это горожанам. Начиная от сроков реализации, заканчивая обеспечением проезда для уменьшения. Но все-таки проспект Ленина действительно тоже неудобства немножко были, конечно, для горожан, конечно, да, это, я думаю, что затянулось, наверное, немножечко, да, совершенствует на проспекте. И это, все-таки вроде шли работы по графику, скажем так. Изначально было запланировано, что 2 года будет реализовываться, но внутри прошлого года, то есть чуть-чуть на месяца 1,5 сроки сдвинулись. Вот. Но надо тоже здесь понимать, так скажем, принимать это временные неудобства, чтобы потом было всем комфортно. Все-таки горожане, конечно, временно неудобства как-то преодолели. И сегодня, конечно, наш проспект не узнать. Он преобразился действительно. Велодорожки, и для пешеходов тоже широкие, да, вот тротуары сегодня сделаны на современном уровне, скажем так. В муниципалитетах тогда, как в крупных городах, что сейчас какая работа ведется, что сделано вот за этот период? По крупным городам это направление становится у нас приоритетным с самого ближайшего времени. Такие крупные города, как Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск. Такие вот крупные города для нас становятся приоритетами. Уже по многим из них проводятся ремонтные работы. В Нерюнгри мы реализовываем программу поэтапно и планомерно. По Алдану, соответственно, также одна из центральных улиц в прошлом году была отремонтирована. Дальше продолжим. Ну и, соответственно, подготовились к Мирному, то есть подходы к городу Мирному. Ну и далее постепенно перейдем и к Ленску. Напомню, у нас есть поручение президента страны привести улично-дорожную сеть дальневосточных городов свыше 20 тысяч человек населения в нормативное состояние не менее 85%. И эту задачу мы до 2030 года. Да. И, соответственно, мы эту задачу будем планомерно решать. Если говорить о других муниципалитетах, сельских территориях, то надо отметить, что за последний период мы тоже, наверное, рекордный
финансовые средства отправляем именно на местные дороги. Изменили качественно порядок получения субсидий из дорожного фонда. Нужно отметить, что многие муниципалитеты уже, видя такую вот поддержку из республиканского бюджета, для себя ставят приоритетом и тоже вкладываются, соответственно, выдерживают, значит, необходимый уровень софинансирования, то есть приоритетно направляет такие же немалые средства да, на ремонт. Особенно надо отметить, что если до этого обращали внимание на, и до сих пор и сейчас обращают внимание, там, муниципалитеты обращают на улично-дорожную сеть населенных пунктов, то сегодня нужно отметить, что вот, к сожалению, из-за паводков, из-за пожаров лесных, из-за паводков очень сильно страдают межпоселенческие дороги, которые муниципалитет там, соответственно, не в состоянии самостоятельно отремонтировать, и мы ближайшим приоритетом для себя ставим именно такие дороги между населенными пунктами, потому что, как показал прошлый год, много где у нас было именно аварийных ситуаций, размывов. Подвергаются, да, вот весеннему половодью и так далее. Там давно уже никто ничего не ремонтировал. Соответственно, для нас это будет приоритет. Да, но все-таки и в арктической зоне нашей республики то же самое, Владимир Михайлович. Там все-таки и там уже начались все-таки строительные работы проводятся, ремонтные работы, скажем так. Значит, по Арктике надо отметить тоже качественное изменение, которое, может быть, хотя оно известно, если раньше мы буквально еще 3 года назад мы получали очень много жалоб от населения, от перевозчиков, что некачественно содержатся, недостаточно чистятся дороги в Арктике, то сегодня мы практически большую часть арктических дорог в арктической зоне забрали на республиканский уровень, и их обслуживают сегодня казенное предприятие «Дороги Арктики», которые мы укомплектовываем, поддерживаем, расширяем. Сегодня они более 9000 километров содержат, обслуживают дорог. И постоянно эта протяженность, она увеличивается. Мы постепенно ее увеличиваем. Сегодня надо отметить, что жалоб на качество зимников стало в разы, кратно меньше. Но здесь другой момент. В Арктике, как ни странно, оно становится тепло. Да, и изменение климата влияет, скорее всего, наверное, и вот наледные процессы в том числе, они все равно имеют место быть. И что влияет, конечно. Это объективные факторы, под которые надо подстраиваться. И вот в этой связи надо отметить, что вот с этого года мы начинаем строительство круглогодичной дороги от Батагая до Тополиного, чтобы решить вопросы, в том числе северного завоза, который в короткую навигацию тоже достаточно много хлопот нам, особенно на Яне. У нас в прошлом году была такая сложная обстановка, и действительно дороги, круглогодичное наземное сообщение нужно в любом случае расширить. Сейчас вот в Арктике, конечно, пробиваются уже автозимники. Да, идет очень крупно такая работа. Владимир Михайлович, конечно, вот я хотел, тем не менее, хочу спросить, задать вам вопрос. Вот этот сезон тоже ведь показал еще одну сторону, что нехватка кадров, да, вот дорожных специальностей и так далее. Вот вы, как министр, курируете эту отрасль, что можете сказать по этому поводу? Какие-то вот нынешнее положение исправимо с кадрами? Что касается кадров, то нужно сказать... Это тоже сдерживает какой-то момент, наверное, есть в этом плане. Безусловно. Здесь нужно отметить, что в целом строительная отрасль, да, и отрасль дорожного хозяйства,
расширяется, направлений становится больше, то есть объемов работ становится больше. И, безусловно, дефицит кадров имеется. Нужно отметить, что наши, так скажем, наши учебные заведения справляются с тем заказом, который... Подготовка идет. Подготовка идет, но возрастающие объемы строительства или дорожных работ, они все равно накладывают... Требуют дополнительных рабочих, да. И здесь, что можно отметить, что сегодня в дорожных, в подрядных организациях много выпускников именно из числа коренного населения, выпускников нашего автодорожного факультета или наших дорожных техников. Это надо, видно невооруженным взглядом, так сказать. И компетенции достаточно подтянулись, можно отметить. Качество подготовки, скажем, это все-таки должно улучшаться с каждым годом. У нас еще есть время немножко, до ухода на рекламу, Владимир Михайлович. Все-таки по части федеральных наших дорог, как сейчас там обстоят? Все-таки тоже идет, конечно, и ремонтная там работа идет. Да, по федеральным дорогам нужно отметить несколько слов. Да, знаковые объекты, вы знаете, асфальт до Чурапчи, а в прошлом году... Дорога, Колыма. Да. А в прошлом году знаковым объектом на федеральной дороге Вилюй был это сквозной проезд через город Вилюйск. Достаточно все своевременно и качественно сделано. И можно отметить, что по федеральной дороге Лена там грунтовых разрывов, не в асфальтобетоне, их осталось на 18 километров. Всего-навсего, до... Если раньше ситуация была, скажем, помните, другая, это была больше разрывов было. Самая страшная дорога в мире, когда-то там, если наберешь в Гугле, когда-то так... Да, было такие, писали об этом. Да, наши упордоры Вилюй и Лена, сегодня идут тоже планомерно. В ближайшее время планируются опасные участки на федеральной дороге Колыма. Понятно, завершить грунтовый разрыв на Лене и также дорожные работы в районе Верхневилюйского УЗ в ближайшее время по федеральной трассе запланировано. Запланировано, да, все-таки, да. 2024 год только, скажем, стартовал, и, конечно, есть и планы, и надеемся, что они тоже будут выполнены в течение летнего сезона, летне-осеннего сезона текущего года. Уважаемые слушатели, у нас сегодня в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Владимир Михайлович Сивцев. И мы в первые эти, наверное, 20 почти минут говорили о реализации национального проекта, который реализуется по всей России, качественные и безопасные автомобильные дороги, инициированные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным с 2019 года. Поэтому я думаю, что у нас в республике и в городе Якутске мы тоже все жители знаем, что каждое лето проводится активно, все-таки, несмотря на некоторые трудности, скажем, с теми же кадрами, все-таки работа проводится, и наши улицы, наши проспекты, наши площади, они все-таки благоустраиваются и улучшаются. Сейчас мы буквально через несколько секунд уходим на рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим беседу. Оставайтесь с нами.
Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это телерадиопрограмма «Якутск сегодня». Напомню, у нас сегодня в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимир Михайлович Сивцев. До ухода на рекламу мы говорили о реализации национального проекта «Качественные дорожные автодороги» у нас в Республике Саха-Якутии, в том числе в городе Якутске тоже. Владимир Михайлович очень подробно рассказал о том, какая работа проведена и что будет уже в этом 2024 году наступившем. Ну что ж, Владимир Михайлович, кстати, уважаемые телезрители, радиослушатели, напомню, телефоны прямого эфира 32 0066 32 11 66. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните нам прямо сюда, в студию, и Владимир Михайлович Сивцев ответит на любой вопрос касательно нашей сегодняшней темы. Ну что ж, хотелось бы, конечно, наш разговор посвятить, Владимир Михайлович, и строительству Ленского моста в районе города Якутска. Это рядом с селом Старая Табага. И президент России Владимир Путин поддержал его строительство. Это мы все тоже прекрасно, якутяне, знаем об этом. О чем уже можно сейчас, Владимир Михайлович, реально говорить? Пожалуйста, вам слово. Спасибо за вопрос. Вообще, в целом надо... И вообще-то, конечно, давайте затронем, наверное, и наши мосты, да, в республике. Они ведь тоже строились в этот период. Пожалуйста, вам слово. Да, надо отметить, что прошлый год ознаменовался вводом 50-го за последние 5 лет. 50-й по счету мост. 50-й по счету, да, за последние 5 лет. Мы планомерно при поддержке и Арсения Сергеевича Николаева и правительства республики, мы планомерно работаем с аварийными мостами и строим взамен. И, мы не говорим, что это только большие крупные мосты, но даже маленькие автомобильные разборные мосты, которые мы выделяем с прошлого года муниципалитетам, которые ставят взамен разрушенных от тех же паводков, например, которые ведут, условно говоря, к сенокосным угодьям, это тоже вопрос, так скажем, качества жизни и обеспечения, продовольственного обеспечения. Михайлович, извините, пожалуйста, у нас тут телефонный звонок показывает мне режиссер. Давайте послушаем те вопросы, адресованные нам. Алло. Алло, Тюкихене. Тюкихене не стебит. Тайм ити солу орор о кепси деньги этибин этебин хеп. Сеп. Ленин атнан проспектка бистуктаду сылаш токтобулоңор буттар хеп. Сеп. Онтукалары нар биретте ба. Колобур мен кыжаса мәхсин 17 школага бу туманын быгынан огони жебин хеп. Ол иген барамын жебеттеннерин келбиттер сылаш токтобул бартын өңө бар. Дедереттер болланым мағахын егер кейден түннікке тұрақтылыд. Оны бейдемете ұстуқаны тінне почта тағығырыңын. Қайыллары бол, оңыроллары бол. Тоған бейдеттер оңыр бұл парақшаттары біте болла. Сөйіпте, Владимир Михайлович, вопрос вы поняли, да? Кстати, телезрительница спрашивает, радиослушательница о том, что 5-6 остановок теплых, да, по проспекту, только на одной стороне. Кстати, я тоже это заметил. Как-то на одной стороне проспекта установлены, а на другой стороне противоположной. Там, наши холодные остановки. Что можете прокомментировать? Так было, заказана проектная документация, так предусмотрено проектом, но заказчик в лице окружной мэрии города Якутска так заказал, соответственно, у них есть программа, насколько я знаю, она не совсем касается дорог, но есть программа по теплым остановкам, и уверен, что кто-то из ответственных сейчас лиц мэрии слушает, и мы это тоже возьмем на контроль части именно проспекта Ленина, посмотрим. Хорошо. Но такая, насколько я знаю, очень... эта программа, она работает.
но теплые остановки в наших климатических условиях, по-моему, нужны практически везде. И очень много запросов, особенно в пригородах, на той же птицефабрике или еще где-то в других районах. Действительно, такие остановки нужны. Микрорайонов, да, они необходимы. Но все-таки так, у нас еще один телефонный звонок, да? Давайте-ка послушаем, Михайлович. Алло. Алло. Да-да, слушаем. Ага, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вопрос такой. От Чурапчи до Тыккөля, когда начнется работа, строительство дороги, и когда закончится? Угу. Так, ну вот наши телезрители, радиослушатели уже... еще телефонный звонок. Давайте еще послушаем те. Алло. Алло. Да, это я чуть поздно подключился, может, был задан, но я хочу еще раз спросить, где это у Шалданского района. Ага. Участок автодороги Барагонцы, Танда, Баяга в 2005 году передана в республиканскую собственность. Так. Так, и какие работы Минтрансом Якутавтодор в этом году планируется в плане там ремонта, строительства этой автодороги Барагонцы там, да. Да, хорошо. Ну что, Владимир Николаевич, вот наши радиослушатели и телезрители прорвались наконец-то. Спасибо. Да, спасибо. Всегда интересно. Интересно, да, вопросы. Диалоги, да. Пожалуйста. Ну, значит, по федеральной дороге Колыма на участке от Чурапчи до Тыккөля. Здесь, это, надо отметить, это один из самых таких, ненормативных состоянии участок, участок наиболее интенсивного движения, в том числе не только возят стройматериалы, но и промышленное освоение, соответственно, идет, и в обе стороны достаточно интенсивное движение. Тем более сейчас в Статинском районе они готовятся к большим республиканским мероприятиям, и, соответственно, возят очень много грузов. По данному участку идет проектирование, и первые работы начнутся в этом году, но до 2025 года весь этот участок не закончится. Да? Нужно понимать, участок достаточно продолжительный, протяженный. Соответственно, отдельными участками у Продор-Вилюй пойдет ремонтировать. Да, поэтапно. Так, теперь Усалданский и по Усалданскому, Барагонцы там, да. Да, сегодня нужно говорить о том, что участок Барагонцы-Танда только планируется к передаче в республиканскую собственность. Мы ее возьмем и ближе к строительному сезону запланируем там ремонтные работы. В прошлом году там на 15 миллионов было сделано текущего ремонта. В этом году средства на содержание и эксплуатацию этих дорог предусмотрены. Отдельно посмотрим, что можно сделать по ремонту. Дорога будет республиканская, будем ее финансировать, ремонтировать, приведем в порядок. Хорошо. Ну что ж, давайте продолжим нашу тему тогда. По мостам. Да, по мостам и по Ленскому мосту тоже обязательно. Да, по мостам стоит задача на ближайшую пятилетку тоже не менее 50 мостов построить. В этом году планируем 4 крупных мостовых перехода. Это Хатымырях на Кабяй, это Чоналыр на Набаре, и это Альчан на Яне, и Улахан-Хараялах в Сунтарском районе. Мосты будем продолжать. Это круглогодичное наземное сообщение приоритет для нас. И что касается самого крупного населенного пункта, административного центра нашей республики, города Якутска, который 158 дней в году находится без наземной круглогодичной связи, то по Ленскому мосту на сегодняшний день нужно отметить следующее. Да, действительно, необходимые поручения мы получили, соответственно, необходимые средства также прописаны в документах как по долгосрочному плану СР города Якутска, так и по пятилетке, значит, так называемая пятилетка ремонта и строительства. Сегодня есть положительное заключение главгосэкспертизы, и вот в феврале месяце работы
по подготовительному этапу, по подготовке технологических площадок, завозу инертных материалов, обустройству, значит, технологических мостов, они продолжатся. Значит, будет на левом берегу будет обустроена технологическая площадка для подготовки и строительства так называемых кофердамов, это под основание, под фундаменты моста. Работы, значит, ну, так, учитывая нашу сезонность, да, работы будут проходить с точки зрения именно подготовки к тому или иному этапу. Например, значительная часть работы, она там запланирована, например, с воды. Да, вот, и это тоже учитывается. С февраля месяца текущего года начнутся работы. Ну, осталось немного совсем, да? Начало всех работ. Ну, напомним, что мост через реку Лену завершить нужно строительство до 2028 года. Это поручение президента России Владимира Путина. И правительство должно представить Путину доклад до 1 марта 2024 года. Ну что ж, будем ждать. Ну что ж, ну еще одну тему хотелось, конечно, сегодня коснуться, уважаемые телезрители и радиослушатели, особенно вот и горожан, но и не только города Якутска, но и других населенных пунктов. Это вот подвижной состав пассажирского транспорта. Вот все-таки он заметно обновился в последнее время. Вот как вы вообще оцениваете состояние автобусного парка, столицы республики, ну и, конечно, других населенных пунктов? Какие меры принимаются для подготовки? Ну, наверное, все-таки такой вопрос тоже надо задать. Для водительского все-таки состава. Сейчас этот вопрос тоже будируется очень много. Актуальным является. Да, спасибо за вопрос. Вопрос крайне актуальный. Значит, действительно, к столетию республики, мы, как показало время, очень вовремя это сделали. Закупили 100 автобусов к столетию республики. Это позволило обновить подвижной состав города Якутска на 1/4, то есть 25%. Еще предстоит достаточно много автобусов обновить. Значит, именно если говорить про город Якутск, то со стороны республики была оказана поддержка перевозчикам в прошлом году и законтрактовано 44 автобуса еще дополнительно. 15 из них уже пришли, 15 лиазов для МУП ЕПАК. Остальные 19, еще 10 автобусов ждем в первом квартале. Остальные подойдут чуть попозже. Дело в том, что на сегодняшний день производители автобусов практически загружены со всех регионов. Сегодня многим регионам оказывают поддержку на пополнение, обновление подвижного состава. Поэтому заказов много, и многие стоят в очереди. И отдельно хотел бы отметить, что для малых городов и сел закуплено 53 также автобуса различного класса, типа, и они должны подойти у нас в феврале месяце. В этом году? В этом году. Вот уже в ближайшее время. Да, некоторые из них уже тоже подошли. Мы передадим ключи в феврале месяце. Планируем большое мероприятие организовать по передаче, безвозмездной передаче малым городам и селам. Это, значит, президент, тоже по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, так называемые специальные казначейские кредиты, инфраструктурное меню. Все эти инструменты работают, мы ими стараемся пользоваться и пользуемся. Ну что ж, обновление общественного транспорта, конечно, это веление времени, действительно. И что очень радует, что, в общем-то, автобусы отечественного производства все, да, они, в общем-то, мне кажется, приспособлены для условий Крайнего Севера, для нашей республики. И в них сейчас, мне кажется, даже вот люди, наверное, будут согласны со мной, что тепло в них. Все-таки, да, стараемся заказывать, в северном исполнении. Что касается водителей, коротко скажу. Кстати, насчет водителей. Коротко скажу, что действительно есть дефицит по водителям. Сегодня крайне востребовано, и мы
работаем со службами занятости, с образовательными учреждениями, чтобы как-то закрыть этот дефицит, ускоренно пройти и так далее. Но там конкуренция на водителей такой категории достаточно высокая, и многие выбирают промышленные предприятия, например, и так далее. Поэтому водителей не хватает, поэтому у нас даже женщины есть работающие. Ну, предоставляется им, значит, место, там, скажем, жилье, да, ипотека тоже так. Но я думаю, что кадры должны прибавляться все-таки. Ну что ж, в прошлом году, кстати говоря, завершена была другая тема уже. Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта города Якутска имени Платона Юнского. Ну, а какие предстоят работы еще вот в этом году? Там еще ведь не все завершено, видимо, да? Да, по взлетно-посадочной полосе Якутска работы именно по полосе закончены. Это позволяет сейчас принимать широкофюзеляжные большие самолеты, и они уже планируются к использованию, то есть принятию уже с летнего расписания, с конца апреля, и по новым разным направлениям, это и Казань, и Сочи. Осталось периметровое ограждение, и, что самое немаловажное, это радиолокационное оборудование, которое позволит сократить дистанцию для посадки, чтобы не уходить в туманные дни на запасной аэродром. Вот, это тоже один из таких немаловажных этапов, который планируется. Ну и по другим аэропортам. Да, кстати, несколько слов, если буквально минута. Мирный. Меньше. В следующем году должны завершить Мирный, Полярный, Уснера должна ввестись полностью. Ну и самое главное, сейчас должны отконтрактовать оставшиеся работы по аэропорту Алекминск. Там средства предусмотрены в федеральном бюджете, и федеральный заказчик должен в самое ближайшее время определиться с подрядчиком. А всего сколько аэропортов у нас должно быть модернизировано? 15. 15, да? Осталось у нас? Еще 10 аэропортов, но мы здесь ожидаем запуск новой программы, и куда соответствующие заявки уже направили. Ну что ж, хорошо. Уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, у нас сегодня в студии гостил и отвечал на вопросы министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимир Михайлович Сивцев. Спасибо вам за участие в нашей телерадиопрограмме. Удачных вам дальнейших работ в этом 2024 году на всех тех вот мероприятиях, отрасли, что вы курируете. Подготовил и вел передачу редактор Юрий Сергеев. До свидания. До новых встреч в эфире уже на следующей неделе. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.